Радостный смех детишек и счастливые улыбки родителей говорят сегодня обо всем. Благоустройство двора жильцы двух многоквартирных домов ждали давно. Дети сразу же спешат на новую игровую площадку. До этого, пока площадки не было, было более-менее скучно. Но когда построили эту площадку, стало веселее. Очень красиво. Тут раньше не было вообще некрасиво. Сейчас даже если дождь будет, можно в беседку пойти и кататься. А на другой горке вообще нельзя было идти, а тут можно. А другая скамейка ломаные были, а тут нет. И мусора не было вообще, а тут еще лучше. Радость от преобразовавшегося двора не скрывают и взрослые. Местные жители отмечают, почти 20 лет этот двор был похож на пустырь, а теперь и детям раздолье, и взрослым красивый двор. По просьбам жителей местные власти и активисты «Единой России» основательно взялись за реализацию партийного проекта. Проведена масштабная работа по комплексному благоустройству придомовой территории. Раньше ребята играли где придется, даже на проезжей части. Вокруг же новой площадки предусмотрели и мягкое покрытие. Для детей установили мини-аттракцион и качели, а рядом расположилась беседка. По всему периметру двора также установили лавочки, урны и озеленили территорию. Тут действительно красиво, удобно, чисто и безопасно. Вот видите, мягкая подложка. И много тут для жителей микрорайона это большой праздник. Один существенный нюанс этой программы, то, что при этих работах учитываются те пожелания жителей, то, что они ставят приоритет, что им нужнее, то есть именно с учетом пожеланий самих жителей, будь то благоустройство, будь то установка качелей, аттракционов, лавочек, как мы видим, озеленение, то есть проводятся работы по комплексному благоустройству. Проект «Комфортная городская среда» реализуется в регионе уже второй год подряд. За это время привели в порядок более 60 территорий. Это позволяет улучшить экологию, санитарное состояние и картину городов. Благодаря реализации ФЦП развивается инфраструктура, благоустраиваются дворовые площадки и строятся социальные объекты. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.